Для начала обсуждения основных вопросов повестки совещания председатель правительства Ингушетии Владимир Сластини представил собравшимся в зале новых назначенцев. Так, главой администрации Сунжинского района назначен Иса Татиев, который ранее возглавлял Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ингушетии. Спасибо большое вам за ту работу, которую вы сделали. Фактически вы с нуля подняли это министерство. Ну и за сложным переходом, я считаю, от назначения вас на этом ставящую должность. Еще раз спасибо, успехов. На должность министра по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ингушетии назначен Магомед Алиев, который имеет большой опыт работы в службе. Работа знакомая, поэтому прошу вас продолжить то, что начал Садовый в том же. На повестку вынесли 7 основных вопросов. Важной темой обсуждения стала осенняя призывная кампания. Как и по всей стране, в республике она стартовала с 1 ноября. Согласно установленной норме призыва, из Ингушетии ряды вооруженных сил России должны пополнить 200 человек. Члены призывной комиссии совместно с администрацией городов и районов проводят обходы граждан призывного возраста, вручают повестки и предупреждают о наступлении уголовной ответственности в случае уклонения от службы. Направлено по призыву 75 человек. Задание у нас выполнено 38%. Соответственно, с планом отправок задание для республики должно было быть завершено уже 10 декабря. Для установленного выполнения задания для нашей республики необходимо еще осталось отправить 125 человек. Это 62,5%. Завершение отправок Минской команды запланировано на 25. На сегодняшний день для выполнение задания было выписано 11 080 повесток, вручено 779, составляет 7%. Еще одной важной темой для обсуждения стало оперативное решение вопросов вынужденных переселенцев из Херсонской области, которые сегодня проживают в пункте временного размещения. Всего в Ингушетии сейчас находится 31 человек. Глава региона Махмуд Али Калиматов ранее навестил семьи и лично пообщался с ними, дал поручение оказать содействие в решении всех возникающих у людей вопросов. Заместитель министра по внешним связям, национальной политике и печати информации Ингушетии Руслан Мизиев рассказал, какая финансовая поддержка уже оказывается беженцам. Подготовлены и направлены в МЧС России необходимые документы для возмещения понесенных затрат в ноябре текущего года за данных граждан в размере 338 640 рублей. В рамках оказываемых мер по реализации мероприятий по переселению жителей города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренно-массовом порядке на иные территории в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 21.10.22 года и постановлением правительства Республики Ингушетия от 8.12.22 года принято 12 заявлений на предоставление единовременной выплаты на обзаведение имуществом. Все вопросы вынужденных переселенцев будут решены оперативно. Далее собравшиеся обсудили вакцинацию детей от опасных инфекций. Заместитель министра здравоохранения Ингушетии Амина Настаева рассказала о темпах иммунизации в регионе. На сегодняшний день все необходимые отечественные и зарубежные вакцины в наличии. В медицинских учреждениях республики работают прививочные кабинеты. Вакцинацию прошли более 12,5 тысяч человек. На этой неделе все мероприятия по прочищающей вакцинации должны быть завершены. И сама прочищающая вакцинация должна быть завершена. Сколько в день мы делаем прививок сегодня? На вчерашний день это было до 200 прививок, а так где-то до 300 прививок в рабочие дни ежедневно. Борис Заводович, нас это устраивает? Владимир Ильич, конечно, нет. Я бы хотел доложить, что мы фактически должны были до 1 декабря закончить все эти прививки 15 тысяч, по 16 182, по-моему. Это их, если мы сейчас начнем после даже, может, и выходные дни, но с Нового года должны обязательно посмотреть, и эти планы откорректировать, их будет намного больше. Реализация национальных проектов в Ингушетии – тема особенно важная для развития региона и улучшения качества жизни населения. Собравшимся рассказали о кассовом исполнении выделенных средств отдельным министерствам. Кассовое исполнение на сегодняшнюю дату 8 миллиардов 738 миллионов. Это 76,2%. Кассовое исполнение открыто по следующему министерству. Минстрой 6 миллиардов 284 миллиона, это 71%. Минтруд 826 миллионов, 98%. Минприроды 487 миллионов, 96%. Минздрав 41 миллион, 22%.
Минэкономразвития 16,6 миллиона, 84%. Вместе с тем Минавтодор, Минсельхоз, Минкульт, Миноборнауки Республики, Минспорта, Минпромсвязи и Комтуризма завершили на 100%. Владимир Сластинин дал ряд поручений руководителям министерств и ведомств, которые должны быть исполнены до конца этого года. Рина Сычоева, Ахмед Горбаков, Новости 24.